Обрядность кавказских народов – важнейшая часть их традиционно-бытовой культуры. Ее функции многоплановы и разнообразны. Как в прошлом, так и теперь создание новой семейной ячейки рассматривается как событие большой социальной значимости, поэтому для него характерна торжественность и обилие ритуально-символических действий. Традиционная послесвадебная обрядность также значительно распространена и у других народов. Вместе с тем, целый ряд ритуалов, архаических форм, обычаев, верований, неизвестных другим народам, придавал значимый интерес своей неповторимой самобытностью и местным колоритом, оригинальностью, уникальностью форм отдельных обрядов. Социокультурным традициям Кавказа свойственны несколько вариантов вовлечения невестки в жизнь новой семьи. Благодаря прохождению определенной обрядности она в этой зоне считалась и была уже своей. Иаԥхахауата аҭацаҿа унаҩа дыннашылра, ддырҟәыхуата, дырбжьауата акәын ишааз. Ауи зынла ус ҳахьа лыхәда ихарҵата, аунаҩра дгьаҿдымраҳәызт. Апҟапҟа аунаҩа аԥшвыма, аҭацаҿа ԥсеисԥа аунаҩра апахьа дазылбжьун, аунаҩа ауи иаҵанакуа аԥшҵа абзазагақәа дахьалырҩазун. Ауи акәымкәагьы аҭацаҿа аунаҩа аҭаацәа, агәлацәа, аҳыльцәа драбадырра аҭахын. Ауи аҳаҭырла агәлацәагьы аҳыльцәагьы аскәш ауаҵала ԥсеисԥа қьазула аҭаца дреигәымца, ддрысасуамца илабадыруан. Лара аҭацаҷкәын иаарылалазгьы ауат дызабадыруа мцырата напымцырала дгьырабамдыруазт. Ауи суаҽыҭқәа рылҭуан. Ауи ауыла иаалырбун аҭаацәагьы ахьапҟгьы даазлалаз, лгәы ҟтыта, раҳмаҭ лԥшьылаҭа дшаарылалаз. Ауасамцара ԥсеисԥа аҭаца абзазара далалуан. В самом начале новой жизни, в первые дни после свадьбы, дела, вменявшиеся в обязанность молодой невестки, ограничивались территорией дома. Вставала она раньше всех, успевала везде убрать, приготовить еду и ночью после всех ложилась спать. Как только девушка становилась невесткой, обязанность ходить за водой для семьи переходила к ней, иначе считалось позором для свекрови продолжать носить воду, когда в доме появилась молодая невестка. Именно передача этой обязанности знаменовала собой первый шаг в преемственности поколений. Хозяйственные заботы с плеч старших перекладывались на плечи молодых. Первый выход носил праздничный и знаковый характер. Невестка должна была оставаться в новом доме 3 дня. На 4-й день пойти по воду. Шествие невестки за водой организовывалось свекровью и соседскими женщинами. Функции распорядительницы возлагались на старшую женщину рода или соседку. К ним присоединялись заловки и молодые соседские снохи. Частенько сопровождала ватага веселящихся детей. Обязательно процессию сопровождали молодые ребята из рода мужа. За водой обычно ходили ранним утром, пока воду не загрязняли купающиеся в летний период, или пригнаны на водопой скот в зимнее время. Старались принести чистую, незамутненную воду. В давние времена женщины воду носили в больших железных кувшинах, позже стали пользоваться ведрами с коромыслом. Распорядительница несла с собой небольшую корзину с символическими подарками и сладостями. Чаще это были набор для рукоделия, платочки, средства гигиены, мужчинам портсигары. В качестве сладостей подносили халву, которые они по пути раздавали встречным от имени молодой невестки, озвучивая встречному, что ведут невестку такого-то рода по воду. Те же в ответ высказывали невестке благопожелания. В такой новой ситуации с ней знакомились все жители селения. Новоиспеченная невестка спускалась одна.
Женщины оставались в сторонке, дабы украдкой оценить, как она подходит к воде, черпает воду, получилось ли зачерпнуть полное ведро с одного раза, или пришлось сделать несколько попыток. Умение наполнить ведро с одного раза свидетельствовало о ловкости девушки, а не спешное возвращение с ведрами, о ее бережливости и терпеливости. Обращали внимание на то, насколько грациозно невестка поднимает ведра коромыслом, как держит при этом голову. Этот день считался испытанием для невестки. По дороге братья жениха или его друзья подшучивали над ней, попросив выпить воды, могли опрокинуть ведро, и если она сердилась, корили ее за вспыльчивость. Если же терпеливо сносила шутки, восхваляли ее выдержку, которая была немаловажна в семейной жизни. На обратном пути, если встречались старшие женщины с пустыми ведрами, она непременно переливала им свою воду и возвращалась обратно за водой для себя. Отказать она не могла по этикету, порой возвращаться к реке, колодцу или роднику невестке приходилось не раз. Ступать она должна была грациозными, мягкими шажками, дабы не пролить. Устав нести коромысло на одном плече, аккуратно переносила его на другое. На двух плечах сразу коромысла не носили. Частенько проверяли молодую невестку не только женщины, но и мужчины. Путник, уставший с дороги, мог подойти и попросить воды. От того, как девушка угостит встречного мужчину, зависело дальнейшее отношение к ней. Если девушка подала воду с левого плеча, она ему демонстрировала негативное отношение. С того момента мужчина не показывался впредь на ее пути с просьбами. Подавая воду с правого плеча, она тем самым высказывала ему почтение. По возвращению свекровь и старшие обращали внимание на полноту принесенных ведер. Если они были полны, говорили: «Будет жизнь счастливой и насыпом наполненной». Первую принесенную воду невестка обязательно подносила старшему мужчине в доме. Аккуратно зачерпнув чашей воду, неспешно подносила ему чашу с водой на двух открытых ладонях, заранее повернув руку ковша под его правую руку. Это делалось для того, чтобы не было смущающих для обоих прикосновений. سبي أريد ذبح قاعتها أريد نجيك عايوة تذكر بشة كوتسكاتا يا الله خير بحلقة يا الله حدون يبنى ححرة كرفاشة بقبش يا الله ححرة بزيادة يا الله بدر أولا سبزرز ما. И только после этого невестка неспешно отходила, оставаясь при этом лицом к нему. С этого дня она уже свободно исполняла все свои обязанности вне дома. После обряда невестке разрешалось ходить за водой и исполнять разнообразные хозяйственные работы, связанные с использованием воды, готовить пищу, мыть посуду, стирать белье. Самой прилежной и скромной хозяйкой считалась та невестка, которую реже всего могли встретить в этих местах. Воду она успевала принести с раннего утра, не демонстрируя никому свои походы по воду.